Өзбекстанға келген мамлекеттик иш сапарым жөн эле келип кетиш эмес, бардык маселелерди чечип кетиш болчу. Ошол максатка жетем деп терең ишенем. Ikkita qo'shni xalq, bularni mana shu butun xalqlari, mana shu qirg'iz xalqi ham, o'zbek xalqi ham albatta juda katta natijalar kutyapti. Мен жана менин командам өзбек тарап менен жигердүү аракеттенүүгө жана мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдиремин. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до $2 миллиардов США. Мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились очень жестко, конкретно. Это вот в честь вас подарок кыргызскому народу. С визитом в Узбекистан я прибыл не просто так, а чтобы решить все важные вопросы. Президент Садыр Джапаров так начал встречу в узком формате со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Так и произошло уже сейчас по завершению государственного визита. К слову, высшего по статусу можно с уверенностью сказать. Поставленные цели достигнуты. Многоплановое кыргызско-узбекское сотрудничество будет развиваться и впредь. На переднем плане торгово-экономическое сотрудничество. Этот вопрос главы государств на переговорах в узком, а затем и расширенном форматах обсудили, что называется, обстоятельно. Товарооборот между странами сейчас чуть более $900 миллионов. Этот показатель необходимо довести до 2 миллиардов. Кыргызстан выразил полную для этого готовность. Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до $2 миллиардов США. Следует отметить, что в ходе бизнес-форума между представителями Кыргызстана и Узбекистана были подписаны контракты в целях углубления сотрудничества в сфере торговли, а также для улучшения инвестиционного климата между нашими странами. Импорт из Узбекистана сейчас значительно превышает экспорт из Кыргызстана. Говоря об увеличении товарооборота, Кыргызстан прежде всего подразумевает увеличение именно в двустороннем порядке, отмечают аналитики. То, что видно, то, что слышно и то, что было подписано, оно вселяет, так сказать, такой осторожный оптимизм. По сути, все эти соглашения должны быть взяты на контроль. Работа того же фонда, который будет создан, инвестиционный фонд двусторонний, она должна быть прозрачной, она должна быть открытой. Если увеличиваются поставки с Узбекистана, то мы должны помогать нашим экспортерам увеличивать поставки туда. Визит Садыра Джапарова в Узбекистан своевременный и для бизнес-сообществ двух стран. На кыргызско-узбекском бизнес-форуме состоялись B2B встречи более 100 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций Кыргызстана и Узбекистана. Наладить контакты удалось, говорят узбекские предприниматели. Будут реализованы совместные инвестпроекты, в том числе в швейной и текстильной отраслях. Мы уже имеем, значит, экспортные контракты кыргызским предприятиям, более 24 предприятия на сумму $31 миллион. Сейчас намечается еще 7 предприятиям заключение договора на $6 миллионов. Это первое направление. Второе направление, мы работаем по инвестиционной сфере. В данное время у нас кыргызским предприятиям и нашим предприятиям уже имеется инвестиционное соглашение с 7 предприятиями. Это на сумму $10,2 миллиона.
Сотни миллионов долларов – таковы экономические итоги визита. Весьма впечатляет. Между предпринимателями двух стран огромные направления для близкого сотрудничества. Это и агропромышленный комплекс, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленности. Итоги кыргызско-узбекского форума таковы. Сумма инвестиционных и торговых контрактов составила 127,6 миллионов долларов. Составлена дорожная карта по расширению и углублению взаимодействия в сфере промышленной кооперации, предусматривающая реализацию 60 проектов на сумму чуть более $500 миллиарда. Будет создан и кыргызско-узбекский фонд развития. Его капитал сейчас $50 миллионов, он будет увеличен до 200. Этот фонд станет катализатором развития двустороннего сотрудничества. Это позволит также поддержать ряд новых совместных проектов, прежде всего в сфере промышленной кооперации. Для совместных кыргызско-узбекских предприятий открыт многомиллионный рынок ЕАЭС, членом которого является Кыргызстан. У нашей страны есть и статус ВСП+. Это говорит о праве на беспошлинный экспорт товаров в десятки стран Евросоюза. Представители нашего бизнеса заключили контракты порядка $900 миллионов. Вот эта вот площадка, которая была создана на уровне государственных органов, она дала большой толчок для развития совместного бизнеса. Узбекский бизнес заинтересован в выход на евразийский рынок, они заинтересованы в создании совместных предприятий. И также наши бизнес-структуры очень заинтересованы в создании совместных предприятий. 22 подписанных документа, и это не протокольные подписания, а конкретные планы, начало которым уже положено. Таковы итоги переговоров глав двух государств Садыра Джапарова и Шавката Мирзиёева. Важным, несомненно, стал вопрос кыргызско-узбекской границы. Впервые за всю историю наших отношений по границе договорились очень жестко, конкретно, что кто должен делать и когда должен делать. Потому что это очень чувствительная проблема, которую ждут наши народы. Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь, Узбекистан готов больше не претендовать на спорную местность Ункурто. Гора до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья. Это был очень спорный участок, и с юридической точки зрения мы не смогли бы доказать, что это наш участок, потому что это спорная территория, один из самых сложных спорных участков. И, наконец-то, слава богу, сейчас эта проблема решена. Узбекистан нам передает этот массив Ункурто. Я приветствую, это большая политическая победа. Я это говорю как человек, который работал в Министерстве иностранных дел и эту ситуацию знаю изнутри. Другие вопросы по делимитации госграницы будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами. 4 года назад между Кыргызстаном и Узбекистаном был подписан документ по уточнению более 1100 километров границ. Это 85% от общей протяженности. С тех пор Кыргызстан уточнил еще порядка 10% спорных участков с Узбекистаном. Будет возобновлена в ближайшее время и работа 7 контрольно-пропускных пунктов. Узбекистан решит вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставит технику для сканирования документации. Сейчас в данный момент работает 8 КПП, и это тоже не хватает. Но президент Кыргызстана Садыр Нуркожоевич вчера поставил задачу, чтобы мы открыли весь КПП, весь 15 КПП, чтобы работал. Потому что, сами знаете, в некоторых местах 5 километров или 7 километров есть, но они объезжают 100-150 километров объезжают. Я думаю, если мы вот это все откроем, у нас будет очень хорошо. Взаимопоставки электроэнергии – это еще одна из достигнутых договоренностей. Документ определяет и взаимовыгодное сотрудничество в вопросе водопользования. Направленный на обеспечение достаточного уровня воды в Токтугульском водохранилище. И второй документ – это соглашение по сотрудничеству по нашим гидропроектам. В частности, это Камбаратинская ГЭС-1. Мы договорились о том, что мы создадим рабочую группу, подготовим дорожную карту и попытаемся совместно реализовать данный проект.
Садыр Джапаров отметил, что достигнутые между энергетиками двух стран договоренности обеспечат бесперебойную работу Токтугульской ГЭС и пропуск воды в Узбекистан в вегетационный период. Мы считаем, что в перспективе в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран Верховья были возможности и стимулы накапливать водные ресурсы для потребностей орошения стран Низовья в вегетационный период. В этой связи предлагаю возобновить соглашение от 17 марта 1998 года между правительством Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Нарын-Сырдарья, предусматривающего создание компенсационных механизмов регулирования водных ресурсов Токтагульского водохранилища. Узбекистан также намерен реализовать проекты в гидроэнергетике на территории Кыргызстана. За последние годы в Узбекистане построено около 20 средних гидроэнергетических объектов. И учитывая гидроэнергетический потенциал нашей страны вкупе с опытом и капиталом соседей, в ближайшем будущем это станет взаимовыгодным сотрудничеством. Наши компании прорабатывают вопросы реализации важных проектов по строительству и совместному эксплуатации гидроэнергетических объектов в Киргизстане. Это очень серьезные, крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение, чтобы это было реальным подтверждением наших договоренностей. Теперь мы должны работать и отчитываться перед народом наших стран, потому что это очень крупные гидротехнические проекты. Правительству сейчас необходимо более детально подойти к развитию сельского хозяйства. Наращивать темпы производства, продвигая продукцию под брендом «экологически чистая». Профильные ведомства двух стран будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Будем сотрудничать в сфере развития садоводства. В Узбекистане очень много достижений в этом направлении, и мы будем испытывать новые сорта яблок, груш, черешни у нас на территории Кыргызстана. Кроме этого, сотрудничество наших научно-исследовательских институтов, поставки минеральных удобрений в Кыргызстан. Будучи братскими и дружественными государствами, Кыргызстан и Узбекистан строят отношения на основе взаимного доверия. Встреча на самом высоком уровне позволила решить вопросы, которые до этого не решались десятилетиями. Госвизит выдался весьма насыщенным и продуктивным. Были достигнуты цели, которые президент Садыр Джапаров обозначал еще в самом начале визита. Я бы назвал эту встречу историческим. Давно такого доверительного, дружественной встречи еще, наверное, не было. Были обсуждены фактически весь спектр наболевших вопросов между Кыргызстаном и Узбекистаном. Это в первую очередь мы обсудили расширение торгово-экономических отношений, решение пограничных вопросов. В ближайшее же время начнут работать наши правительственные комиссии по делимитации, демаркации границы, а также открытие контрольно-пропускных пунктов в приграничных областях. Высоко оценили государственный визит президента Садыра Джапарова и СМИ Узбекистана, отметив взаимодействие двух лидеров знаковым. Этот визит стал шагом в дальнейшем укреплении дружеских и добрососедских отношений между государствами и народами. Вот что пишут узбекские политические аналитики и представители научной интеллигенции. Символично, что визит прошел в преддверии праздника Ноурус, тем самым олицетворяя весеннее раскрытие новых граней процессов укрепления узбекско-кыргызских отношений, дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства. Их наполнение качественно новым содержанием. Узбекистан и Кыргызстан продолжают поступательно решать вопросы, которые ранее не решались десятилетиями. В этом отношении очень важны личные встречи глав государств. Самое главное, между Узбекистаном и Кыргызстаном есть все необходимое для продолжения плодотворного сотрудничества. Прежде всего, взаимное доверие на всех уровнях.
Дипломатические отношения между странами были установлены 16 февраля 1993 года. Через 3 года Узбекистан и Кыргызстан подписали исторический договор о вечной дружбе. Принятые решения в ходе госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан являются логическим продолжением этих документов. В них поставлены новые задачи дальнейшего взаимного сотрудничества между двумя государствами в новых исторических условиях. Визит главы Кыргызстана в Узбекистан служит сохранению взаимного доверия, уважения и открытости между двумя странами и народами. И самое главное, межгосударственные соглашения, достигнутые договоренности и доверительный диалог между Садыром Джапаровым и Шавкатом Мирзиёевым создают твердую почву для сотрудничества между бизнесами двух стран. Я бы отметил, что вот эта поездка нашего уважаемого президента была одним из самых плодотворных, потому что по ходу этого визита мы подписали контракты более чем на 800 миллионов долларов. И теперь парк машин скорой помощи Кыргызстана пополнится. Узбекистан преподнес подарок – 20 карет скорой помощи местного производства. Это вот в честь вас подарок кыргызскому народу. Sizni bugungi vizitingizdan salgina bo'lsa ham bir odamlar ishonish kerakki, biz katta hamkorlikni boshladik. Bu hammasi bizda chiqadi. Kelajakda agar eksportatsiya qilishga, remont qilishga bo'lsa, bizda hamma servis uslubyamiz bor. Визит в Узбекистан, по мнению аналитиков, плодотворный. Проведенные встречи на самых разных уровнях, а в первую очередь между главами двух государств Садыром Джапаровым и Шавкатом Мирзиёевым перезапустили кыргызско-узбекские отношения. Открыта новая страница в сотрудничестве двух стран. Аяна Дюшикеева, Сентура Бакеев, Ала-То, 24.